Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Якутии погиб 13-летний воспитанник Максоголовского детского дома. По данным следствия, утром 23 октября этого года подросток был доставлен в хирургическое отделение районной больницы с жалобами на боли в колене, и днем медики зафиксировали его смерть. Следственный комитет начал проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также к расследованию присоединилась республиканская прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению Максоголовским центром требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, о порядке содержания и воспитания детей, установлены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего. Также в учреждении здравоохранения с привлечением специалистов Управления Росздравнадзора Якутии организована проверка качества оказанной ребенку медицинской помощи и ее своевременности. Житель Верхоянского района отправится в тюрьму за избиение знакомого. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Так, пьяный мужчина избил знакомого за то, что тот не дал денег на алкоголь. В ход пошли не только кулаки и ноги, но даже сковородка. Избитый получил тяжелые травмы головы. Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В Нюрбе осудили местного жителя, который убил мужчину на глазах у его жены. По сообщению прокуратуры республики, 37-летний мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Пьяный подсудимый поругался со своим родственником и во время драки во дворе 3 раза ударил его отверткой, в том числе в шею. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. Виновного приговорили к 8 годам в колонии строгого режима. Полиция Калининграда опубликовала видео из камеры, в которой 20 октября бывший член команды районного футбольного клуба «Прогресс» получил обширные ожоги. В воскресенье 36-летнего Ивана Шишкова доставили в отделение полиции в Калининграде за мелкое хулиганство. Как видно на кадрах видеонаблюдения, в камере мужчина вел себя вызывающе и подрался с другим задержанным. После перевода в другую камеру Шишков умышленно повредил радиатор отопления и получил термические ожоги, сообщает региональное управление МВД. Полицейские вызвали скорую и оказали мужчине первую помощь. Затем прибыли врачи и доставили пострадавшего в больницу. Мать Ивана Ольга Шишкова сообщила журналистам, что у него был диагностирован ожог 95% поверхности тела. Мужчина скончался от полученных травм через несколько часов, не выходя из ожогового шока. Блогер из Новосибирска Валентина Сидорова заявила, что на нее напали в столичном центре косметологии. Девушка пришла на процедуру коррекции, вместо этого получила по лицу и голове. Сейчас пострадавшая лежит в больнице. Специалистка, которая якобы распустила руки, опубликовала в социальных сетях встречное обвинение, что Сидорова ударила ее каблуком в живот. Теперь у косметолога угроза выкидыша. Меня избила врач за то, что я сняла на видео, как она мне нахамила. Блогер, певица, композитор и просто красавица Валентина Сидорова делится со своими подписчиками впечатлениями от посещения косметологического центра на севере Москвы. Если хотите быть красивой, обращайтесь вот к этой девушке. Бьюти-блогер записалась к специалисту Олесе Соколан на безобидную процедуру коррекции губ. Правда, услугу так и не получила. Якобы чуть ли не с порога ей начали хамить, и словесная перепалка переросла в бои без правил. Часть конфликта попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах косметолог закрылась в кабинете с телефоном оппонентки, очевидно, удаляла видеодоказательства. В надежде вернуть смартфон Сидорова просила помощи у других клиентов клиники. Я начала умолять людей, посетители были, которые сидели там, помочь мне, но администратор, вместо того, чтобы, увидев мое окровавленное лицо, у меня на волосах была кровь, на лице, я мельком глянула себя в зеркало, и мне стало страшно. Посетители, естественно, тоже испугались моего вида. Но администратор сказала: не обращайте внимания, она сбежала из психушки, это сумасшедшая, умалишенная. Дальше случилось то, чего и следовало ожидать в инстасфере. Косметолог Олеся Соколан тоже опубликовала пост. В нем рассказывает, что певица Сидорова пнула ее ногой в живот. Теперь у девушки угроза выкидыша. И ни в чем она не виновата. На самом деле она жертва. Вот даже ссадина на фото. Здесь же угрозы журналистам, мол, рассказали на всю страну и не спросили ее. Да мы бы и рады пообщаться с Олесей. Вот только в салоне красоты отворот-поворот. 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графства Эссекс, оказались гражданами Китая, сообщила британская полиция в четверг. Идентификация личностей погибших продолжается. На данный момент известно, что среди них было 38 взрослых и 1 подросток. Ранее полиция задержала водителя грузовика по подозрению в убийстве. Им оказался 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии. В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл в Великобританию в ночь на среду 23 октября из бельгийского портового города
Зеебрюгге. Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование. Как сообщают СМИ со ссылкой на МИД Болгарии, грузовик был зарегистрирован в болгарском городе Варна на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.